Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. В предприятиях Якутскэнерго продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Идет не только реконструкция старых линий электропередачи, но и ведется строительство новых объектов. Добавили работы энергетикам еще и лесные пожары. Как обеспечивается бесперебойная подача электроэнергии в регионе? Обо всем этом и не только поговорим с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Игорем Шкурко. Игорь Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Да. Расскажите, пожалуйста, сколько линий электропередачи пострадало на сегодня из-за лесных пожаров и как удается так оперативно восстанавливать прерванное электроснабжение? К сожалению, природная стихия не обошла и нас. Это по западному энергорайону и по центральному энергорайону. На сегодняшний момент мы считаем, что пожаром были затронуты у нас 32 линии электропередач. Это линии 110, 35, 6, 10 киловольт. По предварительным расчетам пострадало, либо полностью повреждено, либо повреждено частично, это порядка 120 опор. Но, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, что стихия есть стихия, и поэтому она никак не должна отражаться ни в стой, ни в зной, ни какие-либо другие атмосферные воздействия не должны отражаться на бесперебойной подаче электроэнергии нашим потребителям. Поэтому в случае возникновения такой нештатной ситуации мы оперативно проводим все мероприятия. У нас, в принципе, разработаны все мероприятия для восстановления энергообеспечения наших потребителей. А в каких районах наиболее сложная ситуация? Но сложно выделить конкретные районы. В принципе, все, где зарегистрированы лесные пожары, у нас проходят линии электропередач. Это центральные энергорайоны, Татинский, Усьмайский, Горный. Наиболее такие существенные были повреждения, были нанесены ущербы. Ну и, соответственно, Вилюйская группа улусов и Сунтарский район. А на севере? Север, пока на сегодняшний день пожары существуют, пожары действуют, они находятся под контролем, и таких существенных влияний или ущерба они не нанесли. Осуществляем ежесуточный контроль, нам удается пока локализовать те пожары, которые подходят к нашим линиям электропередач. А в каком режиме сейчас работают энергетики? С начала действия пожаров весь персонал был переведен в режим ОРР, это особый режим работы, а при возникновении массовых отключений, которые у нас уже были, был введен режим чрезвычайной ситуации, то есть чрезвычайный режим круглосуточного дежурства всего персонала, в том числе инженерно-технического персонала компании «Якутскэнерго». А на каких направлениях в летнее время проводятся ремонтные работы? Сократилось ли, например, финансирование ремонтной программы этого года для сравнения с допандемийными годами? Как это выглядит сегодня? Ну, на сегодняшний момент, несмотря на то, что есть такие факторы, как пожары, те, которые, как я уже сказал, что бушуют полностью на территории нашей республики и подходят к нашим объектам, мы не сократили ремонтные работы, те, которые были планом предусмотрены в сетевом комплексе, в том числе на объектах генерации. Это никак не должно повлиять на подготовку к выполнению плана задания осенне-зимнего периода. Поэтому все, что было запланировано, мы стараемся помимо локализации и аварийно-восстановительных работ проводить плановые работы. Что касается финансирования, финансирование мы не сокращали. У нас на сегодняшний момент ремонтная программа составляет 2,8 миллиарда рублей. Это практически там на 200 миллионов больше, чем было в предыдущем году запланировано. И мы прогнозируем, что объем денежных средств будет полностью освоен. Какие объекты сегодня строятся взамен ветхим? Но довольно-таки в Якутскэнерго разработана обширная инвестиционная программа. Это по новому строительству. Все районы, мы стараемся в этой программе охватить все энергорайоны нашей республики, для того, чтобы планомерно были заменены объекты, те, которые непригодны к эксплуатации, были заменены новыми, либо должна произойти реконструкция этих объектов. Но перечислять довольно-таки большой список. Наша инвестиционная программа насчитывает порядка 200 наименований, 200 пунктов, там, где мы ведем работы. Но все, это и Запад, Центр, особого внимания мы не выделяем.
потому что потребитель для нас везде одинаков, везде есть условия, везде есть особенности проживания и энергообеспечения. Поэтому как бы это такой вопрос очень расширен для другого совещания. Во многих населенных пунктах имеется тот или иной объем бесхозных линий электропередачи. К примеру, в Якутске многие дачники часто остаются без света из-за повреждений на таких линиях. С каждым годом они только ветшают. Какая работа проводится с такими линиями? Да, это на сегодняшний день такой один из острых вопросов, но я хотел бы разделить этот вопрос. Во-первых, есть понятие бесхозяйные, да, бесхозяйные объекты, а есть понятия такие, как заброшенные объекты. Вот что касается заброшенных объектов. Заброшенные объекты образовались в результате деятельности какого-либо предприятия, либо там физического лица, юридического лица, в результате там банкротства, ухода с этого рынка. Когда-то они были построены для чего-либо, там имели цель, а потом в результате своей деятельности они просто их бросили и перестали обслуживать. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это бесхозяйные объекты. Бесхозяйные объекты – это те объекты, которые раньше были заброшены, но с плеча администрации либо правительства эти объекты были по нормативу признаны бесхозяйными и в соответствии со всеми правилами и нормативами были переданы в нашу эксплуатацию. С бесхозяйными объектами тут ситуация немного проще. Самая проблема, вот тот вопрос, который вы задали, это брошенные объекты. То есть в свое время был бум, когда формировались СОТы, строились объекты, была электрификация, но постепенно юридические лица прекратили свое существование, и линии остались ничейными. Проводим работу совместно с администрацией, разработан у нас оперативный штаб. Практически еженедельно проводятся совещания на уровне не только города Якутска и других поселений. Главы, в принципе, активно работают в этом направлении. Но по мере оформления документов есть там определенная процедура работы с этими объектами. Мы эти объекты либо принимаем в собственность, это немного сложнее, либо заключаем договора безвозмездной эксплуатации. Расскажите, соответствуют ли линии электропередачи в регионе современным требованиям? На сегодняшний день есть такая у нас проблема. Это проблема наличия деревянных опор, так называемых. Ну, может быть, это устрашающе звучит, но это в условиях севера допускается эксплуатация данных объектов. Эти опоры линии электропередач со сроком эксплуатации 25 лет. Как я уже говорил, разработанная инвестиционная программа, она подразумевает замену данных линий электропередач на современные. Это бетонные, линии выполняются в металле, линии выполняются в трубном исполнении. На сегодняшний момент нам удалось, ну, там, если брать 5-летний цикл работы, порядка 30% объема оборудования перевести в более современный из деревянного, там, предположим, бетонный или металлическое исполнение. Работы много, работа она у нас долгосрочная, у нас разработана программа на 5 лет, и в течение 5 лет эта программа тоже данные работы предусматривает, поэтому цикличность очень большая. А современные технологии применяются в работе? Да, современные технологии – это одна из ветвей политики технической компании «Русгидро», куда входит в холдинг компании «Якутскэнерго». Разработан ряд нормативных документов технической политики, где предусматривается непосредственно уже при новом строительстве введение новых технологий, новых систем и новых видов оборудования. Ну и, соответственно, вторая часть этой технической политики – это реконструкция и реновация. Это тоже отдельная программа, она есть, но там между всеми программами приходится делить деньги, те, которые у нас есть. Ну, давайте поговорим про тарифы, потому что этот вопрос волнует каждого якутянина. С 1 июля тарифы на электроэнергию вновь подросли. Между тем, в регионе действует льготный тариф у предприятий. Что входит в этот утвержденный тариф? Да, это серьезный вопрос, обширный вопрос, он затрагивает многие темы, можно там долго дискуссировать по этому вопросу, что туда входит. Я просто хотел бы определиться о том, что компания «Якутскэнерго»
работает по принципу бюджетирования. Мы регулируемая организация, мы также регулируемся региональной энергетической комиссией, но с 2019 года мы уже объединились с объединенной энергосистемой Дальнего Востока, поэтому разделение произошло. Часть тарифа регулируется непосредственно на местном уровне, это правительство республики, это передача электроэнергии, а часть тарифа, это на выработку электроэнергии, регулируется Федеральной антимонопольной службой. Мы в регулировании тарифа являемся только участником. Мы не задаем предельные уровни тарифов, и мы никак не можем повлиять на этот тариф. Этот тариф определяет непосредственно республиканское правительство. Поэтому тот бюджет, который мы защищаем, который нам предписывается, мы обязаны его исполнить. А как можно ли как-нибудь сэкономить на электропотреблении жителям многоквартирных домов, ну и жителям частных секторов? Конечно, на сегодняшний момент, сегодняшний день это рассматривается уже более грандиозного технического решения. Да? Масса есть приборов, механизмов, электротехнических устройств, которые вполне легально позволяют сэкономить. Уже по крупным городам, в том числе и городу Якутску, управляющие компании, те, которые являются реновационными, они внедряют в многоквартирных жилых домах энергосберегающие технологии. Это регулирующие тепловые узлы, тепловые станции, насосы повышающего давления, энергосберегающие устройства, лампы те же самые, отключающие устройства внутри подъездов. Масса технологий. Это что касается многоквартирных жилых домов. Что касается индивидуальных жилых домов, здесь ситуация немного такая. Все в руках домовладельцев. Есть ветрогенерация. Я уже знаю, что даже на территории республики частные владения устанавливают ветроисточники. Есть солнечная генерация. Есть солнечная тепловая генерация, где с помощью солнца нагревают холодную воду для горячего водоснабжения. Есть накопительные устройства. Это, кстати, вот буквально 5 лет назад они тоже входят в наш обиход, когда накапливается энергия солнца, а в момент, когда солнце отсутствует, она выдается. Так что тут тоже вопрос серьезный, долгий. Спасибо вам большое, Игорь Васильевич. Благодарю вас. Ну а я напомню, что мы сегодня разговаривали с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Якутская энерго» Игорем Шкурко. Вы смотрели актуальное интервью.